В своем ежегодном послании Народному собранию руководитель субъекта Махмуд Али-Калиматов отметил, что с 2019 по 2023 годы общий объем кассового исполнения по нацпроектам в Ингушетии составил более 39 миллиардов рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию 26 детских садов, 34 школ, 20 объектов культуры, 6 здравоохранения, 18 спорта, 50 дорожного хозяйства, а также благоустроено 170 общественных территорий и многое другое. По его словам, в текущем году региону также выделены средства на развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства путем создания дополнительно более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году ожидается поставка 30 новых автобусов, которые обеспечат регулярное транспортное сообщение даже в самых отдаленных селах. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али-Калиматов в своем послании Народному собранию. Благодаря специальным казначейским кредитам в республику уже поступили 78 автобусов марки ГАЗ на сумму 300 миллионов рублей, которые охватили 45 муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Ингушетия также работает над вхождением в программу по реконструкции 75 аэропортов России до 2030 года. Общий объем газификации Ингушетии достиг 79% и должен достигнуть 83% по итогам реализации программы, отметил руководитель субъекта Махмуд Али-Калиматов. Газифицированы все 45 населенных пунктов. Глава поручил Минэнерго обеспечить газом каждое домовладение в республике к 2030 году. Также проведена инвентаризация и техническое обследование объектов электросетевого комплекса, включая бесхозные. Разработан план консолидации электросетевого имущества. В 2025-2027 годах в Ингушетии планируется проведение мероприятий по оздоровлению основных водных объектов республики, сообщил глава региона Махмуд Али-Калиматов, выступая с ежегодным посланием Народному собранию. По его словам, до конца этого года намечено завершить мероприятие по оздоровлению реки Сунжа в городе Магасе, привести в порядок ориентировочно 12 километров участка русла реки Назранка. Он также отметил, что до конца текущего года будет завершена разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов в селе Верхние Очелуки. Разработана проектно-сметная документация по рекультивации земельного участка, занятого свалкой в городе Карабулаке, и планируется решение вопроса финансирования мероприятия в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В ближайшие дни жители ряда регионов Северного Кавказа столкнутся с аномальной жарой. По данным региональных гидрометцентров, с 4 по 7 июля температура воздуха в ряде регионов СКФО поднимется до плюс 40 градусов. Ингушетия также готовится к аномальному зною. В степных районах республики 5-6 июля, а также 7 и 8 июля на территории региона, исключая горные районы, ожидается сильная жара до плюс 40 градусов. МЧС рекомендует в период жары максимально ограничить пребывание на улице в дневное время, пить больше жидкости, избегать физических нагрузок и носить светлую одежду из натуральных тканей. Реальные зарплаты россиян в апреле увеличились на 17% в годовом выражении. При этом к марту текущего года снижение составило 4,7%, сообщает Росстат. В период с января по апрель 2024 года наблюдался рост заработных плат на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила 83 875 рублей. Данные Росстата появились вскоре после того, как Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. По подсчетам экспертов Всемирного банка, на каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода. Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тысяч выпускников, сообщили в Рособорнадзоре. Уточняется, что заявления о пересдаче были поданы по 3 предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. Больше всего желающих пересдать обществознание – более 31 тысячи выпускников. Экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 4 июля. 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при строительстве индивидуальных домов по договору подряда задействовать счета эскроу, как при строительстве многоквартирных домов. Как и в случае с многоэтажками, при использовании этого механизма деньги будут храниться на эскроу до окончания строительства и лишь после сдачи перейдут подрядчику. Норма не обязывает строить частные дома только по эскроу, уточняют законодатели. В Госдуму внесен законопроект об ограничении стоимости на эвакуацию транспортного средства для лица, совершившего административное нарушение, не более 20% величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в КоАП установлена административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей. Кроме того, транспортное средство могут переместить на спецстоянку, где оно находится до устранения причины задержания, а расходы на перемещение и хранение возлагаются на водителя.